улучшение медицинского обслуживания, улучшение каких-то условий, может, проживания, оно так или иначе увеличивает продолжительность жизни по всему миру. Поэтому есть страны, где средний возраст там, может быть уже в районе 40 лет. В Казахстане на сегодняшний день где-то 29,5 средний возраст населения. И поэтому мы смотрим на опыт, наверное, всех наших соседей, по планете, так сказать, Западная Европа, Америка, Япония, где население стремительно стареет и куда они идут. Они, конечно, идут в постиндустриальные какие-то вещи, но такая вещь, как постиндустриальная экономика, она требует значительных инвестиций в образование, значительных инвестиций в коммуникации, значительных инвестиций. Ну, и чем эффективнее экономика, тем меньше людей в ней занято. И я говорю не только про Казахстан, я говорю про глобальный. Именно я про демографию буду говорить, что у нас есть две нагрузки на работающее население. Это еще не работающие и уже не работающие, я бы так сказал. Еще не работающие – это достаточно мягкий вариант, потому что эти люди в будущем будут работать. Уже не работающие – это сложнее, потому что, как и само государство говорит, как и мы сами видим, продолжительность жизни в Казахстане увеличивается. Поэтому вот эти работающие население сейчас заковано, так сказать, с двух сторон. Между неработающим, еще не работающим и уже не работающим. Обе эти части, они требуют каких-то расходов. Если еще не работающий требует расходов государства на образование, на профессиональное обучение, то уже не работающие, они требуют расходов. Это пенсионные выплаты, это медицинское обслуживание и так далее. Какие-то болезни проявляются после 60 лет, когда у нас пенсионный возраст наступает. И эти все болезни требуют дорогостоящего лечения, и поэтому это все большим-большим грузом ложится. Если раньше у нас было где-то в районе 500 неработающих на 1000 работающих, то сейчас это уже цифра приближается к 700, 680, 690. Но самая большая проблема это в том, что еще падает и производительность труда. Структура казахстанской экономики, она в основном сырьевая. Если мы возьмем экспортные цифры за 2018 год, в 2018 году мы где-то 68, где-то в районе 68 миллиардов долларов составил наш экспорт, из него 70% составило сырье. Поэтому население продолжает с одной стороны стареть, а с другой стороны еще не работающие. У нас, я не знаю, что скажут демографы, но я каждый день вижу такую приятную картину, что все больше детей маленьких на улице и так далее. Но государство на это должно смотреть как на вызов, чему обучать этих детей, чтобы они могли, будучи, наверняка нагрузка вырастет и до 800 неработающих в скором времени, на 1000 работающих. Поэтому государство должно им давать те специальности высокопродуктивные, с помощью которых мы сможем прокормить тех, кто уже по объективным причинам не может работать.